Виктор, тебя ждет вызов со стороны вот этого замечательного человека с камерой белой. Ты что там делаешь? Много людей спешилось. Как белка, так вот бежала и держала ее на лету сжал. Во-первых, когда наказаться этой частью, питание выкидывать замок. Мы чуть не потеряли медика. Людей должно знать, как оказывать первую помощь. И вот сегодня мы об этом начинаем. И вот Святослав что-то хотел Нет, там же сказать. скрупы только смотрят. Коллеги, всех еще раз рад видеть сегодня. Очень сложный, замечательный. Надеюсь, погода не испортится. В общем, моменты такие. По-настоящему очень важно знать, как практически технику безопасности вообще в целом, да? Как говорится, куда звонить, если случится что-то там ужасное, там, в полицию, в скорую помощь. Но у нас очень малая экологическая культура, действительно. Поэтому наша сегодняшняя задача, которую мы сейчас приедем, отдохнем там, мы буквально на минут 15, 20, 30, пока будем отдыхать, расскажем вместе с Максимом об экологической культуре. Это все очень важно. И прошу вас, прям клятвенно заклинаю всех вас, пожалуйста, информацию, которую вы получите, распространите для своих близких, для особенно детей, для бабушек, для друзей. Почему? Потому что, возможно, это поможет нам немножечко сократить количество пожаров. Что для нас было бы очень большое. Да? Я думаю, можно дать старт, а там уже будем знакомиться. Все. Так, подождите, если у кого-то есть... быстрее! Если у кого-то есть камеры, можете активно использовать. Да, я велел. У меня, оказывается, тоже есть. В будущем мы также хотим проводить вот эти учебные катки с различными лекторами. Так что если у вас есть какие-то либо идеи, то смело оставляйте комментарии. Мы все комментарии читаем, примем все к сведению. И давайте погнали, завариваем чайник и смотрим этот сюжет. Святослав, мы вот сейчас двигаемся в колонии велосипедистов. Ага. Вообще, как вам? Первый раз я в колонии велосипедистов, честно, никогда не сидел. Какие ощущения? Ощущение? Ну, знаете, сзади ехать очень интересно. Впереди девушки, получается. Ну, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам мероприятие? Вас как зовут? Татьяна. Татьяна. Вы первый раз участвуете в таком событии? Ну, да. А до этого какие были? Белые девчата? 100%. До этого песня. Ну, то есть вы, можно сказать, активная велосипедистка, да? Начинающая, можно сказать, активная. Начинающая. Вы вошли в велоклуб с прошлого года? С прошлого года в велоклуб вошли? Да. То есть первое ваше мероприятие это было биатлон, велобиатлон, да? Ледовый клич. Ледовый клич. Первый раз очевила девчата. По городу прям в классе катались. Вот с этого и все началось. Хорошо, спасибо. Итак, мы едем в колонне. И, девушка, представьтесь. Ну, вас как зовут? Кристина. Кристина. Вы вообще активно катаетесь на велосипеде? В прошлом году да. А в этом нет. То есть вы ездили во много походов, да? Нет. Я в этом году только поступила.
Нет, имеется в виду среди велосипедистов. Ну, я одна каталась. А, в этом году вы уже во сколько мероприятий приняли участие? Третье. Третье, да? И в целом как вообще? Хорошо, мне нравится. Ага, спасибо. Сейчас вот наш известный велосипедист Маниту рассматривает велосипед Demo 8. Что вы скажете насчет этого велосипеда? Почему у него нету крыльев, подножки и других важных элементов для велосипеда? Смотри, у него вообще плюшевое все. Зачем он так сделал? Где он? По асфальту, наверное, плохо едет. Вы бы себе купили такой велосипед? Не, Почему? не мой стиль. А, вам нравится раком ездить? Да, нравится спортивные. Спортивные машины нравятся. Вы в прошлом легкоатлет и поэтому любите скорость, да? Бывает, бывает. Ну, на вот этом велосипеде, как думаете, можно наваливать? Ну, я не понимаю, как на нем наваливать. Он, во-первых, тяжелый, во-вторых, не знаю, все плюшевое. Ну, можно, конечно, все заблокировать, но колеса маленькие. То есть, допустим, вы на своем кубе аналог на 29-х колесах будете быстрее передвигаться по лесу, чем Виктор. Не по лесу, конечно. По асфальту точно. По асфальту будете на Я думаю, своем да. кубике быстрее. Да. Окей. Виктор, тебя ждет вызов со стороны вот этого замечательного человека с камерой белой. Пока есть время, мы для топового велосипедного канала Максима Портнягина сделаем обзор вот этого замечательного велосипеда. Это куб. Ну, Егор Маниту, наверное, расскажет, что кубы уже не те, но тем не менее, куб какого-то более-менее свежего года, как вы заметили, вот здесь вот у нас имеется дырочка под специальные кубовские крылья, либо крепление для багажника. Тут стоит также родной багажник, который чисто только для куба подходит. Это вот как iPhone, то есть для iPhone различные разъемы есть, которые только к нему подходят. Тут куб пошел по такой же стратегии. Мне кажется, даже вот этот фонарик, задняя габаритка, тоже кубовская. Но мы тут имеем кастомное сиденье saddle, то есть это женское сиденье, потому что у женщин седалищные кости обычно шире, так как они рожают детей, и им необходимы широкие сидушки. Если они будут на узких сидушках кататься, то у них могут быть проблемы с, с разными частями тела. Да, тут мы видим аутентичную подножку фирмы Куб и покрышки. Покрышки у нас Smart Sam, специальные под ретро-модель. А вот у нас вилка SR Suntar HSM. Как говорил Ваня Слепцов, есть HST и HSM. Отличие в том, что HST это твердая, а HSM это мягкая. То есть мы имеем мягкую вилку. Так. И вот тут мы видим то, что гидравлические тормоза, переключение скоростей, 8 сзади, 3 спереди, звоночек, крепление для телефона, еще одна сумочка для телефона и, конечно, фляга для воды, куда же без нее. Начинается типа хороший путь. К нам, кстати, присоединилась семья. Мы вот в телеграм-группу скидывали геолокации, они вот с помощью современных IT-технологий нашли нас. Саша немного расскажет о том, как вообще у нее появилась идея присоединиться к этой акции. Ну, было бы полезно показать сыну, что-то как скатать его, провести с пользой время. Тем более, это первая учебная катка, которая вообще проводится исторически. С 3 темами. А тебя как зовут? Маша.
давно катаешься на велосипеде? То есть вот семья с самого детства его посадила на велосипед, и он скоро станет олимпийским чемпионом. Как много велосипедистов, тут велосипедов до самого конца. Сейчас вот Максим Варламов, познакомьтесь с ним. Это волонтер-медик. И он первый человек, который спросил, что это за велосипед и как вообще на нем ездить. На нем только за пивом есть. Сейчас Виктор более подробно расскажет о том. Сейчас не расскажу. Опять не Я не расскажет. люблю на камеру рассказывать. Это не мое. Не, ну смотри, вдруг самый популярный YouTube канал велосипедный в Якутии Максима Портнягина посмотрит какая-нибудь замечательная девушка, увидит такого подсыка и влюбится с первого взгляда. Если он, допустим, выложит на YouTube, пусть он сразу сделает хэштег на мой, ссылку на мой. На твой Инстаграм. Окей. Инстаграм. Номер Окей. телефона может. Окей, Максим так и сделает. Че, как, Святослав, не успели на светофор? Да. Мне такое чувство, что меня машина сбила бы, если бы проехал дальше. Они меня закинули. Куда-то вперед уехали. И меня тут оставили по гравике ехать. Я и говорю, что вспомнил. Видишь, ворона. Во время езды на велосипеде не забывайте каждые 5 километров употреблять. Максим! Ты что там делаешь? Как вы это прокомментируете? В то время, пока обычный рабочий класс получает неудобства езды по гравийке, мы видим, как Виктор Бессонов вальяжно педалирует на своем двухподвеске Демо-8. Банда едет с музыкой, все как надо. Святослав, спереди на первый переключился, да? Фух,
самая тяжелая часть данного маршрута. Много людей спешилось. И тут мы видим Александру, которая борется с силой притяжения. Как вам подъем? Кто бы мог подумать, Святослав, один из первых, кто поднимается в горку. Один из первых. Стави волков где-то посередине. Сзади человек 10 едет, а спереди он самый тяжелый участник нашего велопробега. Александра полностью преодолела. Уже не полностью. Как вам подъем? Вы первый раз спешились за всю историю? У некоторых участников этого велопробега велосипеды более чем 100 тысяч, поэтому они экономят ресурс своих велосипедов и поднимаются пешком. Тут возникла небольшая проблема. Велосипедисты встали перед шлагбаумом. Они просто, наверное, не знают, что его можно объехать. Ну, для некоторых участников это был первый в году подъем, такой вот серьезный. Это вот на сопку, где находится поляна Чичурмарана. Впереди еще есть, правда, подъем, но он не такой градиентный, как вот этот в самом начале пути. Поэтому давайте подождем, пока все участники поднимутся, немножко отдохнут, минуты 2 и дальше рванем. Имя пользователя. Юзер. Это не твой? С проката взял. С проката. В прокате такие велосипеды. Якутск самый дорогой город Дальнего Востока. В прокате вот такие велосипеды. Все, давай, брызгай. У нас на сопке получается куча комаров, поэтому побрызгай его тоже. Да, люди защищаются как могут. Комары вообще, Бог создал комаров, чтобы они защищали лес от людей. Да. Самый маленький участник пробега, 9 лет, будет возглавлять колонну велосипедистов. Как говорится, умный гору не пойдет, умный гору обойдет, да? Узкий проход. Один из участников пробега у нас сегодня слушает музыку. Как вы вообще профессионально занимаетесь диджеингом? А? Не очень профессионально. Но рекомендую ходить по
молодые родители потеряли свое чадо. Фух. Подъем в гору — это всегда испытание. Образовательный модуль для велосипедистов открыли финалисты конкурса «Таланты Якутии». Инновационный образовательный проект по обучению велосипедистов во время велопоходов открыла команда «Не дай огня». В рамках проекта велосипедисты смогут ездить на различные базы отдыха, города и села республики и бесплатно обучаться чему-то новому. Решение о выезде именно на охраняемые территории было принято в связи с тем, что с 10 июня на территории Якутии введен противопожарный режим и полный запрет для выезда в лес со штрафом 50 тысяч рублей для частных лиц. Ну, кстати, да, мы вот видим тут представителей, как сказать, да, не, ну вот, видим желто-синий флаг. Как вы вообще это прокомментируете? Это не украинский флаг. А что это? Это полумарафона прошлого года. То есть организаторы полумарафона прошлого года решили вот такую засаду строить. А вот смотрим на Егора Маниту, как мы видим, у него тоже синий и желтый цвет. Опять-таки. Я скажу, что ты везде ищешь знаки. Давайте на фоне вот этого города. Не дай огня! Давайте поприветствуем сначала Святослава. Он нам расскажет про технику противопожарной безопасности и также про экологическую культуру. Потому что пожар, который вот происходит, представьте себе, при таком ветре, да, разгоняя вот этот воздух, да, кислород по этим лесным массивам, мы просто не успевали. Я видел своими глазами, вот так, слава богу, вот так вот, слава богу, ветер в ту сторону пошел, да, как белка вот так вот по этим вот деревьям пробегала, и верховой пожар ее на лету сжег, понимаете, с такой скоростью. В среднем она летит, ну, вот этот верховой пожар 40 км в час. Ужасно огромная скорость. И удивительно, если, вот по технике безопасности, если вдруг вы в лесу, не дай боже, зная, что где-то там горит, да, ну так случилось, что вам пришлось оказаться в лесу, услышите вот этот гул, вот такой гул. Запомните, это приближается верховой пожар. Примерно осталось 2-3 минуты. Серьезно, это 2-3 минуты, и огонь сюда подает. Вот такой вот гул, но который вот прям пожирающий, такой очень, как будто вы прям рядом с самолетом. Ну не рядом, ну вот дальше. Что надо делать? В этом случае самое главное, есть два правила. В первую очередь нужно отойти от лесистой местности. То есть там, где есть листва, она будет гореть. Во-вторых, если вы смогли выбраться из этой лесистой местности, увидели озеро, если озеро или там небольшая река, сразу же прыгайте в это озеро, эту реку. В принципе, есть шанс того, что вы спасетесь. В принципе, есть шанс. Я не знаю, каким богам нужно молиться в прошлом году, да, но в прошлом году погиб только один человек. Из 1200 человек, волонтеров, которые принимали участие непосредственно в этой противопожарной деятельности, погиб только один. Я не знаю, какой раз смотрел во все эти боги до нас, но они нас благословили. Лично я попадал дважды под верховой пожар. Дважды, как я остался живых, я сейчас, например, думаю, я не поеду, надо бы, но я, наверное, посмотрим. Но это было очень реально страшно и тяжело. Второе, если вдруг, да, слушай, Вы то есть опытный, да? нет, я только один год был. Обычно неопытных не посылают. Ходят В профессионально. прошлом году случилось так, что, знаете, вот, Случайно попали? нет, там, знаете, как у нас было? Первый состав добровольцев, которые вот мы поехали, да, вот на этот, нам сказали, типа, вы будете где-то там на периферии, просто траншеи копать, будете вещи таскать, ну, эвакуацию проводить. Но так уж случилось, а у нас всегда так, сразу на передовую, сразу же в огонь. И, слава богу, в этой ситуации у нас попался действительно опытный руководитель, так называемый руководитель тушения пожаров. И он нас курируя, он нас жалея, первые дни нам просто показал бессмысленных наших действий. Знаете, какое самое лучшее, ну вдруг вы будете добровольцем, просто очень огромное количество ребят, которые ездили туда, и те, которые не ездили, они все равно нам помогали.
Самое главное оружие любого добровольца, волонтера по тушению пожаров – это лопата. Это наше оружие, это наша винтовка. Так вот, именно лопатой мы больше всего тушили эти пожары. Ни вода, ни вот эти огневые, да? Воздуходумы. По моему опыту, лучший, на самом деле, лучший лопата топор. Нет, мачете. Топор. Мачете. Потому что у нас Ага. земля, она корнистая очень. Ага. И лопата не пробивает. Нужно армейские лопаты, квадратные, либо очень заточенные. Да, да. И то они не справляются. А Знаешь, вот топором можно рубить. там, где нужно рубить топором, там лучше техника лучше пройдет. Потому что просто не успеваешь физически. Даже 20 человек вот так вот будут одно дерево рубить, вот эти вот корни, это очень долго. И действительно, огонь проходит именно по нижней части. Так вот, уважаемые ребята, коллеги, друзья, товарищи, велотрекеры, да? Наш город очень большой, он очень прекрасный. Здесь проживает огромное количество детей пенсионного возраста. Вот мы, вот я говорю про мужчин, да, мы должны сделать все возможное, чтобы нашим детям досталось лучшее будущее, чем сейчас вот нам досталось, лично нам. Мы должны постараться что-то сделать. И если будет возможность, если случится такая беда, она может случиться, я вас опять же прошу, умоляю, заклинаю, примите участие. Даже однодневная работа вашей в этих волонтерских деятельностях противопожарной, она реально поможет. Почему? Потому что именно вот вы можете стать примером для вот этих вот детей, которые вот племянники, ваши родные дети, ваши обучающие, ну, только если вы учителя, да, они все родственники будут знать, что человек, вот вы лично, вот мужчины, да, вот вы смогли, поехали, сделали немного и помогли нашей родине. Ну вот в своей работе, да, вот последний заканчиваю, как учителя, мы ежегодно, по несколько раз в год, почти ежеквартально, раз в четверть, я с обучающими выезжаю, и вот Сосядский округ мы очищаем от вот этих вот немецкого мусора, вот эти вот, все мусоры, которые вот оставляли люди. Удивлением я заметил, что с годами я стал намного более культурнее, и я вижу это в наших детях, учащихся, молодежи, которая реально стала как-то чище относиться к нашему городу. Реально такое чувство, когда вот мусор они собирают и забирают его с собой. Мне это так приятно, я очень этому горжусь. И, конечно же, для нас, вот нашего поколения, мы должны стать примерами для подрастающего. Давайте же сделаем все-таки город наш чище, и мне кажется, так будет намного-много лучше в будущем для нас. Все. Максим, тебе слово. Волонтер-медик. Я очень рад, что участвую в премии. Я не ожидал, что будет настолько классно в это сообщество. Мне очень понравилось кататься на велосипеде, подниматься на гору с единомышленниками. Хочу спросить у вас такой вопрос. Кому приходилось спасать человека? Слава Богу, что не пришлось спасать. Сегодня я расскажу вам основу сердечно-легочной реанимации. Это база того, что должен знать каждый человек, чтобы спасти чью-либо жизнь. Для сердечно-легочной реанимации каждый человек должен знать, ну, мало ли что может случиться. Предположим, что человек переходил дорогу, и вдруг он резко упал. Ваши действия. По дороге? Да. Что лежишь, вставай. Это вариант верный. Почему? Ведь человек упал. Если мы к нему прибежим, то нас, например, может сбить машина. А вдруг там оголенный провод лежит, например, за углом. Мы об этом не знаем. В первую очередь мы должны себя обезопасить, а также этого человека. То же самое в лесу. Вдруг на человека упало дерево, а мы прибежим, и сверху второе дерево может упасть. Мало ли что. И для этого мы должны убедиться, то, что мы находимся в безопасности, и человек находится в безопасности. Ладно, вот безопасность. Дальше что делаем? Нет, мы должны подойти к нему, встать, чуть-чуть потрясти его вот так за шиворот. Можно продемонстрировать тебе, Ярослав? Давай, конечно. Что, ложусь, да? Предположим, то, что он лежит. Мы подходим.
Ну и сиди, почти, кстати. Как тебе удобно? А можно я вот сюда лягу? Давай. Предположим, человек упал. Мы такие бежим и говорим, с вами все в порядке. А предположим то, что некоторые люди видят, что человек упал, и сразу начинают делать сердечно-легочную реанимацию. Тут человек там сидит просто, отдыхает такой, загорает, а мы подходим, и не знаю. Вот так должно быть. Мы подошли к нему. И говорим, с вами все в порядке. Ладно, нет ответа. С вами все в порядке. Нет ответа. А дальше что мы делаем? Ну, пил, не пил, наверное, надо проверить надо. Нет. Далее мы должны проверить дыхание. Как проверяется дыхание? Дыхните. Мы берем Сертификат от ковида. Мы правой рукой держим лоб, а другой держим подбородок. Вот так запрокидываем, закрываем нос, прислушиваемся и смотрим на грудную клетку. На это должно уйти около 10 секунд, не больше. И если у него дыхание появляется, тогда есть у него дыхание. Подожди, а как проверить, точно узнать это? Если я вот так просто лежу и без... дышу редко, да? Вот так делаешь, короче, вот так слышишь и смотришь. 10 секунд. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ладно, дыхания нет. Дальше что мы делаем? Ну так и вставляем. Не, ну если у него дыхание есть, да, то Если дыхание есть, тогда вы... все равно звоним в скорую помощь. Вот человек упал без сознания, все равно звоним в скорую помощь. Мы достаем телефон, набираем номер скорой помощи, называем в первую очередь адрес, потом... Многие не знают, ну если у них Какой номер? связи нет. 03 112 или 03. Мы позвонили, называем адрес, где это произошло, сколько людей, что предположительно произошло, то есть человек без сознания, какого возраста, и говорите, что приступайте к сердечно-легочной реанимации, если нет дыхания. Вот, телефон мы взяли, сделали на громкую связь, говорим, вот, например, улица Пушкина, 34, человек без сознания, в количестве одного человека, возраст около 30, приступая делать сердечно-легочную реанимацию. Все. А они не спрашивают, типа, это бомж, не спрашивают эти врачи? Это не самое главное, главное спасти человека. А если вы находитесь в общественном месте, тогда мы просим одного человека, чтобы он позвонил в скорую помощь. Вот конкретно, позвоните, пожалуйста, в скорой помощи. И начинаем приступать к сердечно-легочной реанимации. Как делать сердечно-легочная реанимация? Во-первых, мы освобождаем одежду, это мы можем расслабить ремень, если это рубашка, разорвать рубашку. Далее... А если девушка? Вот просто не, там без галстука вот здесь. То же самое, только понежнее. Да. А если вот здесь вот можно раскрыть и... Да, я... Приоритет спасти человека. Далее мы тут ищем мечевидный отросток. Это такой кость, который торчит, грубо говоря. Мы нашли вот как определяем? вот тут по солнечному свечению. Где вот это вот соединяется, да, кости? Среди мужчин можно ориентироваться по сосковой линии. У женщин это, конечно, проблематично. Нашли мы мечевидный отросток. От мечевидного отростка отступаем 2 пальца. Можете даже попробовать. Куда? 2 пальца лево, вправо. Выше головы. В сторону груди. Голове? Да. С стороны головы. Совершенно верно. Потом берем ведущую руку и кладем руку вот так. Вот так. Ага. Кто хочет попробовать? Что попробовать? Девушек надо. Девушка надо? Александр. Александр, давай, легочная реанимация. А давайте маленький участник. Как мы будем делать сердечно-легочную реанимацию? Только не Александр, Вот мы прощупали. 2 пальца отступаем наверх. нежнее.
Почему втыкаешь? Пожалуйста. Ну, приблизительно вот. Ладно, я понял, Александр. Можно мужика какого-то держится неправильно. Потому что, во-первых, рука должна касаться этой частью. И далее руки должны быть в замок. Это сделано для того, чтобы рука не соскальзывала. Ага. Потом мы располагаем ноги на ширине плеч для удобства. И наклоняемся чуть вперед. И тут должно быть 90 градусов. А если он на полу лежит, тогда на коленях стоит? Совершенно верно. И начинаем делать 30 нажатий на 2 вдоха. Раньше было так. А сейчас человек больше не делать. Вроде бы, если не ошибаюсь, имперский марш «Звезды воют», у них тоже вроде подходит. Кстати, хорошо. Если у нас есть напарник, то напарник может делать искусственную вентиляцию легких, а другой человек может делать сердечно-легочную реанимацию. Тогда все сокращается в 2 раза. То есть 15 сердечно-легочной реанимации, 1 вдох. 15 сердечно-легочной реанимации, 1 вдох. Если вы одни, тогда 30 на 2. Запоминайте. 30 на 2. По последним европейским стандартам сейчас запретили делать вдыхание легких, то есть через рот. Почему? Ковид. Совершенно верно. Из-за ковида. Ну, ковид мы победили. Будем же победить. Но все равно по стандартам европейским спецоперация. запретили. И также Нельзя делать? Нельзя делать? Да, сейчас запретили делать легочную именно касаться. Если девушка красивая, то... Потому что можно подцепить инфекцию, например. Ну, тот же гепатит, если находится во рту, если имеется кровь, тогда можно заразиться гепатитом. Если так нет, я- в этом случае Крови нужно задача. искусственное дыхание делать через маску. Да, совершенно верно. Если мы решили делать легочную реанимацию, то мы должны в первую очередь обезопасить себя. У кого есть маска? Еще нам маску найти. Бывали такие случаи, что в скорой помощи, когда она приезжала, то тряпок не было, и приходилось брать бензиновую тряпку, чтобы очистить рот, чтобы спасти человека. Предположим, что человек, например, после сердечно-легочной реанимации вот проснулся, очнулся. Или, например, когда мы проверяли, у него было дыхание. Что мы делаем? Положить на бок. Совершенно верно. Как мы это делаем? Так, прошу. Святослав, ложись туда. Нет, вот туда, вот сюда, вот сюда. Да там грязно. Тут чисто. Я каждый день прихожу и полы мою. Боже мой. Всю ночь дышу. Все жестко, все болит. Ноги не скрещиваем, полностью расслабляемся. Далее. Что мы делаем? Тебя спасли, да? Одну руку мы кладем за голову. Вот так. Приподнимаем. Ага. Далее параллельную ногу сгибаем. Вот тут согнули, параллельную ногу согнули. Вот так. И далее аккуратно мы переворачиваем человека на бок. Мы держимся за ногу, а также за плечо. И аккуратно перекатываем на бок. Если он весит 200 килограмм. Каждый человек может это сделать. Проверим. Также женщины тоже могут сделать, потому что тут особо ничего сложного нет. Давайте проверим на самом тяжелом участнике. Пожалуйста. А зачем на бок переворачивать? Так. Дальше мы фиксируем колено и фиксируем локоть. И все. Был вопрос, почему мы переворачиваем человека на бок. Чтобы, если пойдут рвотные массы, чтобы человек не задохнулся, он мог, например, вот тут. Неважно в какую сторону, да? Неважно. Без разницы. И также хотел бы разобрать последнюю тему. Это как не утонуть. То есть человека может и спасти, конечно, утопающего, но это очень рискованно, потому что когда человек тонет, представьте, человек тонет, у него прям вся жизнь перед глазами летит, ему лишь бы за что-то ухватиться. Если человек придет его спасать, то он просто начнет его топить. Потому что либо он, либо другой человек, типа. Или паника. И тут самое эффективное — это самопомощь. То есть, если мы чувствуем, что мы устали, и, например,
например, скоро начнем тонуть, тогда самое главное это успокоиться. Вот на самом деле успокоиться. Мы просто успокаиваемся и должны стараться лечь, например, на спину и так отдыхать. А если хотим двигаться, то мы лежим вперед, руки должны быть, занимать максимальную площадь, и ноги должны как велосипед двигать, если мы не умеем плавать. Ага. И должны плыть в сторону берега. Самое главное успокоиться. Вот, например, бывали такие случаи, когда человек, например, тонул, приходили его спасать один другой человек, и они вместе начинали тонуть. И тот человек, который тонул первоначально, он успокаивался, и его спасатель мог его спасти потом в последующем. То есть главное это себя держать под контролем. Если, например, во время плавания у нас, например, свело ногу, тогда мы ногу вытягиваем, сами ныряем под воду и берем за ступню и за большой палец и тянем на себя вот так. И должно отпустить. Также есть такой прием, народ, взять иголку и попробовать себя там ловить. Но... Да, булавку. И, кстати, вот есть борт-шорты. Борт-шорты это такие шорты специально купальные. Вы в них купаетесь, потом выходите на берег, сразу вся вода спадает, и они через 2 минуты буквально сохнут. И у них в стоке в кармане всегда есть пластиковая такая игольчатая штука. Она на веревочке прицеплена в кармане. Она как раз таки нужна для того, чтобы если судороги есть, резко вытаскиваете и начинаете со всей силы тыкать. То есть если у вас нету такой вещи, вы пластиковую карточку можете так вот зубчиками отрезать и с собой вот на резиновой веревочке прицепить. И независимо от мастерства плавания, не надо заходить слишком глубоко. Вот человек, который умеет плавать, он всегда глубоко не полезет. Вот обычно лезут те, кто плавать не умеет в основном. Вот предположим, у нас же есть колено. Предположим, что человеку унесло течением. Что ему делать? В первую очередь он не должен паниковать, он не должен идти против течения, он должен сохранять энергию, это самое главное. Когда человек тонет, нужно делать редкие вдохи, то есть спокойно и уверенные редкие вдохи, чтобы прямо... Если мы будем часто дышать, например, то есть высокая вероятность того, что нам в легкие попадет вода. И тогда у нас дыхание собьется и большой шанс утонуть. Например, у человека унесло течением, что ему в этом случае делать? Он должен найти участок, где слабое течение, такая выемка, и попытаться до тутого дойти. Или же по течению плыть. А и как это определить? Вот есть река, и тут, например, есть выемка вот такая. Там можно увидеть. Обычно там люди рыбачат, что выловить щуку в этих местах. Смотрим рыбаков. Нет, на самом деле там просто выемка, где просто река, она идет по касательной. Мы должны потихонечку по течению приближаться к берегу. А если есть возможность, тогда желательно на что-либо ухватиться, чтобы отдохнуть и можно где-то... Предположим, если человек пошел на море, то там тоже бывает течение, там есть кармашки. То есть море, оно же есть этот прилив и отлив. И во время прилива и отлива море может образоваться течение. То есть, вот, например, у нас море, и когда море начинается прилив, тут, возможно, есть кармашек. Он начинает заполняться, и течение идет наоборот в море. В этом случае, если человек попал в этот кармашек, он должен расслабиться в первую очередь и дать себя увести течением, грубо говоря, так. Главное экономить энергию. И когда вы почувствуете, когда человек почувствует, что течение ослабело, тогда в этом случае надо уже плыть к берегу спокойно. Да, к берегу спокойно. Короче, вот, допустим, ситуация. Вы смотрите, красивая девушка тонет. Вы хотите ее спасти, вы к ней подплываете. Спрашивайте номер телефона. Чувствуете то, что она сейчас жестко прыгнет и начнет вас топить. Что стоит сделать? Если она начнет топить, то, конечно же, надо оттолкнуть от себя в первую очередь. Или вниз. Можно нырнуть. Девушек легче Стоит ли ударять ее по лицу и потом... Ни в коем случае. Потому что это может даже быть не. А как, кстати, спасать человека, если вот обычно спасают специально люди, или необычно спасают так?
спине надо хорошо плавать. Да, хорошо на спине надо плавать. Но есть такие случаи, когда человека вытаскивают за волосы, грубо говоря. Ну да, за волосы на эффективный способ. Ну вот предположим, что мы человека вытащили, или спасатель вытащил человека, что делать? За какие волосы? Мы садимся на колено, человека кладем на колено, чтобы живот оказался у нас в коленной части, и даем человеку окапиться водой. То есть помогаем, может там чуть-чуть слегка случайно об спину. Главное, чтобы вода вышла из легких. А после этого мы должны вызвать скорую, а также следить за его состоянием. Также после сердечно-легочной реанимации, когда человек проснулся, мы должны следить за его состоянием. То есть все время наблюдения. Человек желательно будет лежать. на самом деле. Ну, как мы знаем, вот 10 июня запрещено людям выезжать в лес. Поэтому сейчас, наверное, люди будут активно купаться, ну, водоемы, возле водоема это можно. Поэтому вот то, что рассказал Максим, это очень актуально. Очень часто среди велосипедистов, допустим... Почему такие проблемные? Нет. Нет, мы все прекрасно понимаем то, что велосипедисты, особенно те, кто даунхиллом занимается, должны носить шлем. Но в случае, если человек... То есть крестик тебя защищает. Какой такой крест? Православный. Ну, то есть, допустим, если велосипедист не понимает, то что шлем обязательно носить, и он спускается с горы и ударился головой об дерево. А вы сзади едете, вы увидели то, что он ударился об дерево и упал, и валяется. Вы подъезжаете к нему, что делаете? Не, а так, на самом деле, в первую очередь мы вызываем скорую, смотрим на нечто, Меня не пугай, а я шлем заберу. Если нет дыхания, мы вызываем сердечно-легочную реанимацию. А если есть дыхание, тогда мы, конечно же... Нет, а вдруг у него перелом шеи? Перелом шеи. Тогда человека не трогаем, так сказать, пускай он лежит. Он же будет же лежать на дороге, то есть на ровной поверхности. Тогда... Но есть такая вероятность, что шею сломал. То есть он... Тогда мы должны иммобилизировать, то есть вообще не брать человека, не транспортировать, ждать медиков. Также мы можем, если есть кровь, тогда мы можем наложить еще бинт. И ждать скорую, в основном надо ждать скорую. Ну, короче, в любом случае надо ждать скорую, и надо быть экстрасенсом, чтобы примерно понимать, так, он ударился деревом, не деревом, а головой об дерево, получается, у него, скорее всего, перелом шеи, да? Есть более легкий способ возить с собой медика. Велера. Короче, Макс, теперь мы тебя решили завербовать. Не моя смена, у меня выходной. Также самое главное это беречь себя и окружающих. Самое главное это себя беречь. Ну все, спасибо Максиму. Сегодня мы узнали много чего нового, особенно про ничевой, как там, Солнечное светило. которое находится 2 пальца выше головы. На самом деле лучше сломать ребра, человека.
Отсюда спустя. Ага. Отсюда спустя. Ага. Что там у тебя? Ветка попала, да? Где-то, да, по 35, 40. Ну я где-то оттормаживал. Ты что, на тормоза нажимал? На кросс-контрийном велике? По такой легкой трассе? Пока нет. Пока нету крестика. Подожди, чуть туда. Мы тут туда рук сделали. Ложик погромче. О, смотри, у него скорости как на мотоцикле. Бум-бум-бум, да? Как этот? Прокомментируешь, как владелец JBL. Стоит ли покупать JBL? Крепление надо. А так здесь сразу вылетает. А у тебя как стоит? Для воды просто. То есть JBL не стоит покупать? Не, у него крепление надо. А, то есть у JBL специальное крепление? У него велик, как у Амброса, фирма Фокстер, да? Все? Починил? Artlist.io. Пешики. Велопробег с элементами бега, да? Маниту, с ростом 152, каково иметь велосипед ростовки L? Какой 152? Мы чуть не потеряли медика. У одной участницы пробега специально ярко-оранжевые кроссовки, чтобы ее видно было издалека, да?
А, я думал, джентльмен пошел помогать девушке поднимать велосипед. Телефон выпал. А, да? Я-то хотел заснять этот благородный поступок на видеокамеру. Не, они угорали же в основном. Пожар не хватает. У пожарник вот это... Короче, фишка в этом фильме в том, что они решили спрятаться от огня в каком-то ущелье. И они такие, типа, заебись, пошли туда. А там огонь, он весь воздух схавал, так как он питается воздухом же. И они просто от недостатка кислорода сдохли все. Поэтому никогда не прячьтесь в ущелье. В ущелье моментально испаряется воздух. Это мы вот ездили, кстати, 12 мая вот с Максимом на слет добровольцев. И там специалист с Иркутской области, как его звали? Короче, жесткий чувак какой-то с Иркутской области. Он по Дальнему Востоку, короче, ответственный по пожарам. И он как раз таки говорил что в ущелье нельзя находиться. И знаете, что я понял? Ну, когда тушил пожар в прошлом году, человек вообще ничего не может сделать против пожара. 90% работы, знаете, что делает? Техника, трактор. Единственное, что реально работает, это трактор. Человек делает где-то 5%. Задача человека это вот караулить, и то, что трактор где-то там, ну, как корни остались, плохо выкопал, он руками вот так перебросит и все. Ну да. Получается, трактор делает траншею, а люди встречные, человек запускает дроны, они смотрят, где пожар и где можно отрезать. Потом трактор едет, он вот так отрезает. Нет, получается, трактор траншею роет, чтобы дальше пожар не попал. И вот эти специальные пожарные, то есть добровольцы не имеют права это делать. Они встречный пал делают, чтобы вот эти деревья сгорели, да. И когда огонь с той стороны придет, что вот эти деревья уже сгорели. Пал, да, реально работает. И они деревья пилят, чтобы деревья, когда упадает, оно через траншею вот так падает. Да, да. И по дереву огонь вот так перескакивает. То есть все то, что на траншею падает, это все моментально надо убирать в разные стороны. По корням там переходит. Вот эти корни, пиздец, там все в корнях. Вот здесь все в корнях. Ты даже метр не вскопаешь. Все, поехали. Все тут, да? Да, поехал! Amazing просто. Проехать можно, да? А, воткнуть. Объезд тоже затоплен.
так жесткий хлопок был. Новое, китайское. Новая китайская. Сейчас еще 2 человека пройдут, у них прокол колеса. Но они минут через 5 будут примерно. Ага. А ты кто?